сегодня, не притворяться. Это дает возможность быть самим собой, это самое трудное. Театр нас объединяет. Оперный или такой драматический. Везде жизнь выражается своими способами, своими средствами. Поэтому я хочу начать со своего стихотворения «Театр». Театр. Театр, чем он так прельщает? В нем умереть иной готов. Как милосердно Бог прощает артистов, клоунов, шутов. Зачем в святое мы играем, на душу принимая грех? Зачем мы сердце разрываем? За деньги, радость, за успех. Зачем кричим? Зачем мы плачем, устраивая карнавал? Кому-то говорим удача, кому-то говорим провал. Что за профессия такая? Уйдя со сцены, бывший маг, домой едва приковыляя, живет совсем не так. Не стыдно жизнь, судьбу чужую нам представлять в своем лице. Я мертв, но видно, что дышу я, убит и кланяюсь в конце. Но вымысел нас погружает туда, где прячутся мечты. Иллюзия опережает все то, во что не веришь ты. Жизнь коротка, как пьеса читка, но если веришь, будешь жить. Театр – сладкая попытка вернуться, что-то изменить, остановить на миг мгновенье, потом увянуть, как цветок, и возродиться вдохновением. Играем, разрешает Бог. В последнее время написал пьесу, довольно серьезную, об Эрике Радзинском и Сталине, который пришел ему в архив, и они там занимаются. Я ее сыграл в театре, в зале Чайковского с хором Минина. Если здесь возникнет, я кое-что оттуда почитаю. Стал писать стихи. Время сегодня непростое. Понимаете, я недавно был в Томском ботаническом саду. Там директора меняются, но они всегда очень такие древние, интересные. Я говорю, древние такая, как какое-то дерево древнее. Там старушка, директор ботанического сада, мудрейшая женщина. Она говорит, вот видите, кусты увяли, цветы опадают, грустные стоят стволы. А знаете, что происходит? На Амазонке вырубают эти деревья, они чувствуют друг друга. Что такое театр, что такое артист? Что бы он ни делал, он должен чувствовать время. Сейчас я вам прочитаю еще одно стихотворение. А когда-то была лестница, чтоб какой-то там дикарь в небо лез 12 месяцев, чтоб придумать календарь. Как желток луна на небе, это наш ночной фонарь. Брызжет солнце рыжим светом, точно огненный янтарь. Но природа в Поднебесье управляет всем сама. Весна держит равновесие с летом, с осенью зима. Трудно стало быть поэтом. Вдохновение не дает. Осень та, что стала летом, а всю зиму дождик льет. Весной были влюблены, осень нам печаль приносит. Оставалось от зимы на висках от снега просить. Так, чтобы было интересно и несколько забавно. Меня все время тянет объявить, что сейчас выйдет Алексей Васильевич. Я слышал, как он поет. Это совершенно потрясающее явление. Он это делает грандиозно. Причем он оперный певец, но поет он разные песни. Я не знаю, что он захочет петь сейчас. Я его хочу пригласить на сцену, немножечко исправить настроение. Мой дорогой! Как сказал Конфуций, что самые плохие чернила лучше самых
сама не ходит, ее надо завести. Так, никогда этого не делал, потому что я всегда стоял у рояля, я надеялся на концертмейстера и на Бога. А сейчас я должен вот все это делать, быть и оркестром, и певцом, ну и все остальное. Я спою вам песню. Вы знаете, что я много странствовал, и так случилось, что я жил в Америке. Этот период я отразил, вот говоря так, отразил. Я написал стихи. Однажды я был в Юдиш-центре, если кто-то мою скороговорку не усвоил, это еврейский центр, их очень много в Нью-Йорке. Там собираются бесконечно талантливые и умные люди. Они говорят о вещах, которые их беспокоят. Они живут насыщенной, полнокровной жизнью, они работают, они не живут на пособие. И выступая, одна женщина вдруг сказала такую фразу, которая в конце концов и легла в основу того, что я сейчас спою. Она назвала Америку другой планетой. Есть такая планета Америка, далеко от земли та земля, океан у высокого берега разделяет с тобою меня. Расставаясь с землею любимою, что в дорогу с собою мне взять? Мой ковчег в океане вселенском, вера в Бога не даст мне пропасть. Ангел мой, светлый призрак небесный, стань за правым плечом у меня. Послужи мне, посланец небесный, ты запой, я услышу тебя. Сколько их очарованных странников обрели здесь любовь и покой. Сколько вас, горемык изгнанников, опалил той свободы огонь. Я люблю, я живу, я страдаю на планете, что видел во сне. О, Америка, чудо вселенной, только сердце я отдал земле. Я вас слушал, вы что же? А я хочу. О, гитара, бюст-цветас, будь вы старый или юный, словно жилы ваши струны вдоль пересекают вас. Ваш атласный алый бант закрывает гриф как шею. Взять вас на руку не смею, жаль, но я не музыкант. Кто-то взял вас не спеша, не запел тихонько грустно, и откликнулась душа почему-то из-под бюста. А может, ты можешь сделать громче, вообще не знаю даже это что. Не зови, не пожалею, мне на запад не годится, затоскую, ошалею и пойду с горы катиться. Разболеюсь, что есть мочи, и начну страдать до смерти. В той кромешной круговерти мне другой закроет очи. Не зови,
то воля Божья, я останусь у порога, на беспутии в бездорожии у меня своя дорога. Я один бреду во мраке, но мой дом стоит, как прежде. Словно нищий в старом фраке дарит музыку надежды. Не зови, я не покину, не расстаться мне с Россией. Если я под небом сгину, помолись и все прости мне. Не зови, не тронусь с места, я остался в дне вчерашнем, я в плену твоем, Россия, мне твой плен свободы слаще. Ой, можно, пожалуйста. Я пока пиджак сжал. К земле я без микрофона, слышишь? Нет, давай не с микрофоном. К земле стремится капелька дождя, последнюю поставить в жизни точку. И не спасет ее ни лысина вождя, ни клейкие весенние листочки. Ударится о серый тротуар, растопчет ее след в одно мгновение, и отлетит душа, как легкий пар, забыв навек земное притяжение. Это было в 1989 году в одном интересном обществе, и там был сын, он был очень пожилой человек, это был сын хозяина Аскании Нового. Есть такое заповедное место в Крыму. Ну, очевидно, это были очень богатые люди в свое время. И, знаете, в то время была очень модная песня. Звездинский пел про поручика Голицына и корнета Оболенского, про людей, которые, про цыганок, которые с Арбата входили в дома, и про станицы, которые горели. Он сказал, что, ну, это все бред. В общем, он сказал, что такой песни не существует. Вот. В общем, я тоже написал песню, назвал ее «Белая гвардия». Ах, белая гвардия, кровь голубая, российские души, вам честь и хвала, нет больше надежды, но марш играет трубач полковой, офицеры, пора. Поручик Голицын, корнет Оболенский, снимайте погоны, нет больше полка, убитые кони остались на поле, да мы проиграем, что ж это война. Усталое солнце на запад садится, за солнцем вдогонку уйдете и вы, поручик Голицын, корнет Оболенский, на родине милой вам дни сочтены. Париж, Монте-Карло или Лондон туманный, в Америке дальней найдете приют, поручик Голицын, корнет Оболенский, в России далекой вас помнят и ждут, где белые церкви, скиты, погосты, и Волга, и Дон, Петра
Петроград и Москва, не надо, оставьте, поручик Голицын, корнет Оболенской, налейте вина. Где вы затерялись, изгои России, в чужой стороне? Время рушит гранит, поручик Голицын, корнет Оболенской, на плитах над гробами Господь их хранит. Многие поют, один певец пел, я позволил себе гадость ему сказать. Не скажу, кто это, я сказал, он пел про это. В чем секрет твой? Что за голос? Почему ты суперстар? Всем пищишь, что ты... Нет. Что за... В чем секрет? Где твой ключик? Почему ты суперстар? Всем пищишь, что ты поручик, как раздавленный комар. Не поймешь, а если голос, то ты шепчешь, что орешь, ты беззерен ржавый колос, ни пшеница и ни рожь. Вот я давно такое сочинил. Программа «Беззубая», она неинтересна. Там должно быть гипертрофированное что-то, узнаваемое. Это серьезное дело. Ну, я начал писать с того, что я поступил в «Современник», сидел в одной грим-уборной, их уже нет, вообще мало осталось. Я сидел с Олегом Далем и с Валечкой Никулиным. Валя Никулин в пьесе Миши Рощина «Валентина» играл роль прохожего, где был огромный монолог о любви. Иногда то, что происходило в жизни у него, она была непростая, это выносилось на сцену. И иногда он играл это просто потрясающе. И не просто сказать: Валюш, ты сегодня играл грандиозно, не хочешь? Я взял кусочек бумажки, с чего началось, и написал: ты так сегодня о любви сказал, что забеременел весь зал. Буду говорить, кто это? Ну, неверна была. Потом он женился на другой, 2 детей, и на дне рождения его я произнес один тост, который Ефремову понравился. Он сказал: сочиняй эпиграмму для капустников. Вот, я написал следующее. Мне слух раздражала фальшивая нота. Всю жизнь проверял я проклятое ля. Как поздно дошло до меня, идиота, что скрипка в порядке, жена моя ля. Главного режиссера Галина Борисовна Волчек, она уехала в санаторий Сосны, такой правительственный санаторий, там политбюро всегда отдыхала. Вот. И она уехала туда читать «Войну и мир», чтобы после Пети Фоменко поставить некоторые сцены. Кончилось тем, что я все-таки поставил точку. Я написал: убежав от взглядов костных, книжку протерев до дыр, прочитала Галька в Соснах 9 букв «Война и мир». Сказать, как Галька дорога, нельзя ни словом, ни пером. У Гальки сломана нога, какой великий перелом. Какие-нибудь, вы знаете, очень многие. И началось все с Миши Казакова. Я написал ему очень много. Его, к сожалению, нет, он всегда слышит, что я о нем рассказываю. Эта фигура, конечно, очень значительная в прошлом веке. Миша сделал очень многое. Это фигура все-таки выделяющаяся. Миша работал в «Современнике», потом он ушел, а я пришел как раз не на его место, а вообще в это время. Миша после убийства на улице Данте, он и Вася Лановой, их просто девушки не давали прохода. Вешались Мишке на шею. Мишка из интеллигентной ленинградской семьи отказывать никому не мог. Ну и у него каждые 9 месяцев или меньше там что-то происходило, рождались дети, их очень много. Они красивые, многие из них стали актерами, Мишки нет. И, значит, Ефремов мне говорит: давай, Миша ушел, сочиняй про Мишку, значит, для капустников. Я написал ему впоследствии 4 или 3 эпиграммы в разное время. Первая была такая: он сидел в АТО своей очередной женой с Роланом Быковым,
Он был свидетель в ЗАГСе. И я говорю, я сочинил гениальную эпиграмму. Подошел к нему и сказал: Миша, все знают Мишу Казакова, всегда отца, всегда вдовца. Начала много в нем мужского, но нет мужского в нем конца. Шизофрения. В Крыму гуляли две собаки. Поменьше шпиц, побольше ия. Буквально за месяц у нее до день ухода, на день рождения я написал: глазки серо-голубые, каждый добрый, вместе злые. Андрюша Мягков на стыке потолка и стенки в ресторане МХАТ написал: кто любит МХАТ больше меня, пусть напишет выше меня. Там внизу было местечко. Я удачно сочинил. И Микеланджело творил под потолком. Для вас обоих это место свято. Лишь Бубка мог, и то если шестом, побить твою любовь к МХАТу. Какое откровение в комнатенке дымной, какой порыв отчаянной души, когда добьешься ты любви взаимной, об этом чуть пониже напиши. Лепс. Я его очень люблю. Я ему написал там хорошее стихотворение, может быть, прочитаю. Вчера весь вечер слушал Лепса и до сих пор не успокоюсь. Он так орал, идя по рельсам, что испугался встречный поезд. Охлобыстин. Он священник был в артисте, и артист в священнике. Охламон и Охлобыстин, как цветок на венике. Вы знаете, можно еще немного? И у меня есть записная книжка, я сейчас вам прочитаю то, что никто не слышал и не знает. Филипп Киркоров кого-то ударил или не ударил, помните это дело? И попал в психиатрическую больницу в Израиле. Он уехал туда. Я видел кусочек, я думал, боже мой, какая пеля. Я думал, это 6-я палата, номер 6. Потому что там такие были замечательные соображения, или, можно сказать, безумие какое-то, бессвязное. Отчаяние. Я думал, как он играет здорово. Потом я понял, что он выкручивается, значит, как. Ну, это бог с ним, я его ни в чем не обвиняю. Он певец. Я написал: глазки детские погасли, вытер слезы кулачком и бежал бы сразу в ясли, но ты рванул в дурдом. Навсегда покинуть сцену ты в отчаянии грозишь, наш зайчонок драгоценный, избалованный малыш. Филиппов, не забывай-ка, ты любимец всей страны. Помни, видит твоя зайка, как ты писаешь в штаны. Что ж ты плачешь, дурачина, коли испачкался в дерьме, есть возможность стать мужчиной, надо посидеть в тюрьме. Ну что? Коля Басков, Коленька. Детский звонкий голосок. Светлый лучик в каждой ноте. Наш белокурый пастушок, наш российский Отворотти. Монсеррат к тебе, ребенку, не могла не прилететь. Ей за бабки хоть стелёркой, с кем угодно будет петь. Крепче не было союза, обнимались с двух сторон. Ты бесплатно пел Каруза, а она за миллион. Ты вообще в большом порядке, но хоть голос золотой, ты пока яички в смятку, а вот Игорь тот крутой. Как широка страна родная, как много в ней лесов, морей, в какой стране еще не знаю, в неволе пел бы так еврей. Ну вот, такие певцы. Там много у меня еще. Но если я снимался вот у Рязанова, из Гурченко, ведь Хлячин, какая она потрясающая, Люсенька. Я ей написал эпиграмму, она не сердилась. Недолго ждать пришлось ей свой счастливый случай. Ночь карнавальная явилась тут, как тут. Была она везучей, невезучей, все в Люсе есть, но без 5 минут. В Москве я ей написал эпиграмму, которую она мне до сих пор не простила.
но она читаться должна правильно. Нет, совсем не одинаково все играет Ахиджакова, но доходит не до всякого то, что все не одинаково. Вот такая. Ну, что же еще? Да? С чего началось-то все в Баден-Бадене? Ее звали Фаина? Да, Пушкин. Мы познакомились. Это была потрясающая встреча. Знаете, иногда достаточно несколько минут, чтобы почувствовать друг друга. Шел мне навстречу Алексей Васильевич, прелестные с ним две женщины, увидел меня, ему понравилась встреча со мной с руками, он подошел ко мне, а я навстречу ему. Женщины спокойно терпели, что будет происходить. Замечательные, красивые, одна из них жена Алексея Васильевича. Алексей Васильевич, я вам прочитаю стихотворение. Это я тоже, я хочу читать. Когда я читал Арнольда, дочку Цветаевой, Ариадна, Господи, она пишет о том, что Цветаева, когда писала стихи, ей надо обязательно кому-то прочитать, не только ей, это поэт должен проверить тут же. Поэт маленький или большой, все этот принцип тот же самый, хочется кому-то прочитать. Она выбегала на улицу и останавливала прохожих, говорила, можно я вам прочитаю стихотворение? Так вот, мы друг друга просили, мы прочитаем стихотворение. Что было дальше, бывает, это я понял, что вот сидящий здесь, извините, я буду вас хвалить, уникальный человек, уникальный. Вы знаете, то, что он живет в Сыктывкаре, это украшение города. Его должны знать не только Сыктывкаре. И если я что-то смогу, я попытаюсь это сделать. Не пропустил Володя Высоцкий. Я вам почитаю посвящение моим любимым людям. Вы спросите Высоцкого, я прочитаю Высоцкого. Я ему на афише Гамлета написал: «Нет, Гамлет, мы неистребимы, пока одна у нас беда. Пред нами тень отцов всегда, а мы с тобой как побратимы. Решая, как нам поступить, пусть мы всегда произносили сомнительное слово «или», но выбирали только быть». Мамаша, успокойтесь, он не хулиган. Он не пристанет к вам на полустанке. В войну Малахов, помните курган? С гранатами такие шли под танки. Такие строили дороги и мосты, каналы рыли, шахты и траншеи, всегда в грязи, но души их чисты, навеки живо напряглись на шее. Что за манера сразу за наган, что за привычка сразу на колени. Ушел из жизни Маяковский хулиган, ушел из жизни хулиган Есенин, чтобы мы не унижались за гроши, чтобы мы не жили, мать, по-идиотски. Ушел из жизни хулиган Шукшин, ушел из жизни хулиган Высоцкий. Мы живы, а они ушли туда, взяв на себя все боли наши, раны. Горит на небе новая звезда. Ее зажгли, конечно, хулиганы. Седая на подушке, держит тонкокожая рука красный томик Александр Пушкин. С ней он и сейчас наверняка. С ней он никогда не расставался. Самый лучший, верный кавалер. В ней он оживал, когда читался. Вот вам гениальности пример. Приходил, задумчивый и странный, шляпу сняв с курчавой головы. Вас всегда здесь ждали, Александр. Жили, потому что были вы. О, многострадальная Фаина, дорогой захлопнутый рояль. Грустных нот в нем ровно половина. Столько же не сыгранных, а жаль. Живых все меньше в телефонной книжке. Звенит в ушах смертельная коса. Стучат все чаще гробовые крышки, чужие отвечают голоса. Но цифр этих я стирать не буду, и рамкой никогда не обведу. Я всех найду, я всем звонить им буду. Где б ни были они, в раю или в аду, пока трепались и беспечно жили, кончались денно-ночные витки. Теперь, о чем мы не договорили,
звучат, как многоточие гудки. Дорогие друзья, дело в том, что Валентин Ильич произнес святое для меня слово, имя человека, которого я люблю и буду любить вечно, имя Александра Сергеевича Пушкина. Это образец, вообще это образец для мужчин. Он жил, как если кто-либо читал Вяземского, «Жизнь Пушкина», если я правильно назвал автора, то там описано все, что должен совершить мужчина. И тем не менее, и тем более Господь наградил еще таким бесконечным талантом этого русского гения. Я хочу прочитать вам стихи как раз вот о Пушкине. Начинал становиться поэтом, или как зрел, как повернул, что я вот дойду до такого совершенства, что буду лучше писать, чем Пушкин. И эти стихи когда-то заканчивались другой фразой совершенно. А потом прошло время, я стал мудрее, стал понимать, с кем я связался. Вот. Итак, мой цензор. Ах, Пушкин, Пушкин, что ты сделал? Во мне соперника казнил, опередил меня и славой других поэтов омрачил. Тогда б я был поэтом главным, когда бы не было тебя, и мне, читатель благонравный, воздвигнул памятник любя. Когда б я был, но ты, мой гений, и музы с греческих высот сошли на русские равнины, забыв Олимпа воздух дивный, таких не ведая красот, пришли к тебе и поселились. Твои пенаты дом храня не станут жаловать меня. Поэт поэтов вольнодумный и дуэлянт, и ловелас не скрою, что хочу подчас все бросить, не писать ни строчки, ни первую уж ставлю точку, и не могу, чтоб мне пропасть. Но нет таланта не украсть, ты был поэт по воле Бога, великий, о, ум твой не скучал, и я читал тебя, читал, лишь ты, мой цензор, издалека, укором вечно одиноко, стоишь склоненной головой, пусть в бронзе ты, но как живой. Прости невежество мое, ты рифмы острое копье без промаха в толпу бросал, и русский набожный народ, благословя тебя, читал. У каждого своя дорога, я не спою, как ты пропел. Короткий век твой пролетел, когда от выстрела ломаясь, ты в снег упал. С тобой прощаясь, великолепный Петербург померк от горя, и испуг в глазах России промелькнул. Великий сын ее уснул. Горжусь, что Родина одна, у нас с тобой тебя читая, и ты, Россия молодая, запомни, первый он, а я его далекая родня. Я не был на Босфоре, но мечтал всегда о тех краях, где из черного в другое море белый парус унесет меня. Минареты, стрелы надо мною, руки на восток простернула, солнце встало. Только я не скрою, лишь во сне я приходил туда. Черной розой дивная смуглянка медленно проходит предо мной. Я узнал тебя. Ты та турчанка, что во сне являлась мне порой. Фатима, сними чедру, помилуй, я же сплю, и не могу сказать
Боже православный, разреши мне мусульманку кроткую обнять, красных флагов, черных шалей трепет, знойный полдень, сказочный базар, шумный говор, с моря свежий ветер. Ах, Стамбул, Стамбул, Аллах Акбар. В животе я тихо вою речи в кромешной темноте. Собака где-то лает, ей кто-то отвечает, а я лежу, молчу, я лаять не хочу. И с ночи до рассвета собаку слышу я. Она все ждет ответа от меня. Лежу, как перед боем, язык свой прикусив. Пока я тихо вою, но знаю, будет взрыв. Так иногда порою поговорить хочу, но только сам с собой, поэтому молчу. Там же. Теперь он не косит, а смотрит прямо на родину свою издалека. Не думаю, что стал умнее там он, но мы ценить умели дурака. Ну что же, эпиграмма она не считала. Мы были в Германии перед тем, как она объединилась. Приехали в авиационный полк. Генерал от Ясеневич, в хороших отношениях, сказал: ребята, выступайте, но денег нет. Вчера была Зыкина. Великая певица. Ей не хватило, ребята по марке собирали. Ну вот как хотите. Она просила фаянсом отдать. Ну, бывает. Я написал эпиграмму такой, там же, за бутылку коньяка. Любишь ты землю, Людмила, не зря ты на ней прожила. Все, что любила, скупила. Все, что росло, сорвала. Платье в бриллиантах надела, стала фаянс собирать, так по любви и раздела бедную родину мать. На еврейскую тему я ее продолжу. Есть такой русский человек, Жванецкий, Жириновский. Жириновский. Я ему написал следующее. Остановиться уж пора бы, хотя бы папу пожалей. При всей твоей любви к арабам не станешь русским, ты еврей. Тебе и стыдно, и обидно, а пятый пункт как в спину нож. Но по лицу, Володька, видно, что ты на маму не похож. Потомки не знали будущего предки. Душа чужая, как потемки, своя душа, как птица в клетке. Мы одинокие обломки, чьи мы потомки, чьи мы предки, мы как оборванная пленка, мы как обрубленные ветки. На пьесу наша жизнь похожа. Мир, театр, занавес, туман. Мы люди, нам всего дороже, нас возвышающий обман. Идем по призрачным дорогам, играем в прятки до сих пор. Чтоб так играть, какой же с Богом мы заключили договор. Заняв у вечности мгновенье, мы доживаем не спеша, и после долгого терпения из нас, как Божий знак спасения, как выстрел вырвется душа. Приз, это мой антрепренер сделал эту книжку. Хорошая книжка, там много ошибок, но все понятно. Я сейчас что-то хотел прочитать. Лирически. Когда уходить надо срочно, меня что-то тянет вперед. В автобус сажусь полуночный, все делаю наоборот. Меня будто тянут к расплате, на казе в темноте увозя. Все небо, как черное платье, дороги увидеть нельзя. И ты, ничего не прощая, под ливнем по лужам бредешь. Любимая, я обещаю, что я прекращу этот дождь. Ах, только мне задохнуться, последний крутой поворот. Ведь я ухожу, чтобы вернуться, все делаю наоборот. Вернусь, обниму осторожно, теряя тебя навсегда. Но вечно любить невозможно, на время не стоит труда. С лица выпью слезы живые и молча уйду не спеша, и вижу глазища шальные, и слышу, как стонет душа. Ну что,
Дорогие друзья, если вы читали афишу и смотрели рекламу, то эта программа называется «Мои кумиры». А кумирами могут быть, конечно, люди, которых ты уважаешь, которые сделали что-то полезное для страны. Я думаю, что мы находимся в теме, хотя я уже и получил замечание, что, по крайней мере, мы стараемся. Я начал говорить о том, что вот у Генри есть, в рассказе есть такой эпизод в одном, что в салоне играет пианист, там, где ковбои приходят, пьют виски, стреляют, написано: просим музыканта не стрелять в пианиста, он играет как умеет. Пожалуйста. Я хочу, чтобы Алексей Васильевич прочитал свое стихотворение, меня вчера поразило, тоже о Высоцком. Но перед этим я хочу маленькое свое, я его придумал, часы. О, это многолетие, когда устану жить, вместо меня на свете часы будут ходить. Когда они устанут, задремлют на ходу, я к ним вернусь на землю и снова заведу. Мой дорогой, я хочу, чтобы вы прочитали то, что было вчера. И даже спели где-то. И спели, да. Я спою вам песню, она называется «Кони красные». Эту песню я посвятил Высоцкому. Почему кони? Потому что у него есть, который вывозит его, уводит от волков, которых он загнал. В общем, это замечательная песня. Кони резные, кони вдаль бегут, вы не первые, я не первый тут. Я пою про вас песню тихую, боль в груди моей не утихнула. Ах, как пел ты нам про коней своих, что спасли тебя от волков степных. Как догнать тебя не хватило сил, хоть коней загнать, кто ж их научил? Я б тебе помог, только ты все пел, я б тебя сберег, только ты терпел, жил не каялся, пел, гулял, любил, а приставился, будто и не жил. Ты ушел от нас вдаль небесную, под копытами ширь безвестная. Коренной бежит ровной рысью, престижные с ним спины лисьи. Кони красные из страны твоей унесли тебя, не сдержать коней вдаль бесстрастную, бесконечную. Там в безвременье станешь вечным ты. Надо мной сейчас где-то вышне кони мчат тебя по чужой стране. С Богом рядом ты, в
том сомнения нет, он простил тебе все грехи, поэт. Уж коней твоих будут помнить все, сколько лет пройдет на родной земле. Ты останешься в гонке бешеной, за тобой идут люди грешные, но я своих берегу пока, плеткой редко бью по крутым бокам. И пою про то, как жалею их, и про то, что ты не сберег своих. Браво! Ты сказал, я прошу читать про Волка. Не Высоцкого, но почти. Я, конечно, не Высоцкого говорю, но Волка. Скомпрометированное имя Волка съел внучку с бабушкой, таков его удел. А выстрелили псы ему вдогонку за то, что зайца съесть еще хотел. Детей пугают им еще с пеленок. За что? За то, что горд, за то, что смел, что в будущем какой-нибудь подонок от страха застрелить его посмел. Волк – оппозиция, он зверь, а не собака. Но право у людей на них ходить и бить их в окружении флажков. Не трогайте волков. Лес только их планета. Друг друга поедайте в городах. Друг друга предавайте в кабинетах. Но на волков не списывайте страх. Пусть сказки переходят век от века. Пусть снова детки будут их читать. Я волком называю человека, чтоб человеком волка называть. В волчском ржании зов любви или страданий, то раскаты грома, взрыв, как бесстрашию призыв, а потом опять тревога, словно просит на подмогу лошадиные глаза, снова страх, обвал, гроза. В конском ржании приступ страсти, вороной каленой масти, конь меж ног, как бы хлыстом, охлаждает страсть хвостом, но натягивают жилы вулканические силы, радость ржет, и ржет печаль, конь, как дьявол, сатанеет, все мгновенно каменеет и становится, как сталь. Выхлоп, буря, извержение, приступ, ноздри, храп и стон, и награда за терпение, взлет, астрал, освобождение и блаженство облегчения сразу в сотни тысяч тонн. Вот какое содержание я услышал в конском ржании. Отчего так предан пес и в любви своей бескрайней, но в глазах всегда вопрос, любит ли его хозяин? От того, что кто-то ссек, от того, что в прошлом клетка, от того, что человек предавал его нередко. Я по улицам брожу, людям вглядываюсь в лица, я теперь за всем слежу, чтоб как пес не ошибиться. Мышка тайна, мышка рок, глазки маленькие дробки, мышка черный утюжок, хвостик шнур торчит из попки. Мышка маслица лизнула и шмыгнула под крыльцо, мышка хвостиком махнула и разбила яйцо. Яйцо было крутое и упало со стола, а потом уж золотое кура рябушка снесла. Была мышь не из мультяшки, была мышка из синей, нет, не эту бедолашку зарисовывал Дисней. Твердо знает эта мышка, что на свете с давних пор мышеловка – это вышка, это смертный приговор.
как комар, собака, рыбка, как Гоген и как Ван Гог. У природы в подсознании много есть еще идей, и к нему придет признание, как ко многим из людей. Жираф Эйфелева башня, облака над головой, а ему совсем не страшно, он великий и немой. Молчит страна, как в доме мебель, как не поставь, так и стоит. Для всей страны единый гребень, сегодня сыт, а завтра бит. Как часовые стоят стены, и потолок им небосвод, всех превращает нас в полено, наш пилораменный завод. Вдруг среди этого кошмара, где кровью харкала пила, посередине тротуара святая роза расцвела. От горя треснутая ваза казалась хрупкой и худой, сама, без всякого приказа, святой наполнилась водой. И стали вновь столы дубами, березовый паркетный пол, и с деревянными гробами последний поезд отошел. А на ветвях запели птицы, и солнце стало так сиять, что захотелось помолиться, смеяться, плакать и молчать. Производят великолепные, они кумиры не только мои, они ваши. Вы так, я немножко даже завидую, как вы горячо им аплодируете. Вот. День и ночь роняет сердце ласку, день и ночь кружится голова, день и ночь взволнованною сказкой мне звучат твои слова. Только раз бывает в жизни встреча, только раз судьбою рвется нить, только раз в холодный серый вечер мне так хочется любить. Гаснет луч пурпурного заката, синевой окутаны листы. Где же ты, желанная, как
когда-то, где же ты, дарившая мечты? Только раз бывает в жизни встреча, только раз кружится голова, только раз в холодный серый вечер мне звучат любви слова. Совсем другое. Я написал его Егору Яковлеву. Помните, был редактор Moscow News, честный, отважный, смелый человек. Его убрали с телевидения. Мы были на Кипре, с Запилом, мы сидели за столом, и я ему сочинил стихотворение, которое называется «Петух». Я на рассвете всех будил, и дураков, и дурочек. Я только правду говорил про петухов и курочек. Светили, блестели перья белизной, как будто накрахмаленной. Я был всегда самим собой, и жареным, и пареным. Я всем хотел в беде помочь. Я видел, куры маются. Я им помог, и день и ночь неслись мои красавицы. Я пел и побеждал в боях. Я помогал всем слабым. Но ястреб, глядя на меня, сказал: распелся лабух. У ястреба особый слух, и зрение обостряется, когда не то поет петух, не то, что полагается. И вот он надо мной парит, я для него что зернышко, вдруг камнем на меня летит, и в кровушке головушка, и ноги вроде бы бегут, и снова кукареку дал, да видно, это страшный суд, когда бежать уж некуда. Застыло время, все часы остановились в мире, а мою душу на весы бросают словно гирю. Погасло солнце в небесах, в туннеле черном где-то я наугад клюю в потьмах, ищу кусочек света, и чую я в кромешной тьме, присев на старой крыше, что правды нету на земле, и ниже нет, а выше. Рязанову есть? Рязанову. Что? Рязанову. Рязанову, и там, это я забыл уже, Слава. Рязанов, я ему благодарен очень много, он меня снимал несколько раз. Замечательно, сейчас болен очень. Болен. Спасибо. Сейчас я еще одно вам прочитаю. Подушка в постели устала от дум. Но утром, когда просыпается тело, куда-то гулять отправляется ум, а глупость берется за прежнее дело. Но жить друг без друга сегодня им трудно. Хоть с глупостью ум был с рождения знаком, вдруг к выводу ночью пришли обоюдно, что умного надо считать дураком. Однажды во сне я забрался в поэты. Стихи никому не нужны, тут хоть вой. Чума, все пируют, а выхода нет. Здесь все мне чужие, и я всем чужой. Все крепко заснули, их совесть не будет. Спят воры, убийцы, как честный спит лжец. Богатые, бедные, вроде бы люди. Но каждый здесь умный, и он же глупец. Так с модных журналов глядят эти лики, но все до единого лики безлики. И я здесь заснул, став собакой приблудной, но чувствую, тянет собачья сил к родному порогу.
дорогой безлюдной вернулся, окончился сон лабиринт. И рухнув без сил, я увидел Рембрандта. Судьей посмотрел на меня он в упор и блудному сыну, как арестанту, на сером холсте написал приговор. Ходили по лесу, о жизни трубили, и елку-царицу под корень срубили. Потом ее вставили в крест, будто в трон, устроили пышные дни похорон. И не было стона, и не было слез. Снегурочка пела, гундел Дед Мороз. И за руки взявшись, веселые лица с утра начинали под елкой кружиться. Ах, если бы видели грустные пни, какие бывают счастливые дни. Но смолкло веселье, умолкнул оркестр. Для следующей елочки спрятали крест. Из муки, риск, усилия пробивался к свету кокон, чтобы шелковые крылья изумляли наше око. Замерев в нектарной смеси, как циркачка на канате, сохраняют равновесие крылья бархатного платья. Век длиной в одни сутки не сравнится с нашим веком. Посидеть на незабудке невозможно человеку. Так, порхая в одиночку, лепестки цветов целуя, а на каждому цветочку передаст пыльцу живую. Когда гусеница в кокон превратится не спеша, из-под нитиных волокон вырвется ее душа. Жизнь былую озирая, улетит под небосвод. Люди, мы не умираем, в каждом бабочка живет. Я начинаю привыкать. Старинный русский роман, и он поет его в свободное от концерта время на кухне. В уборной. Можно ли все голос звучит между прочим? Конечно. А у нашей жены вообще какие глаза? Черт темный или светлый? У нашей жены. Светлый. Я понимаю, светлое. Хорошо. Пожалуйста. Очи черные. Спасибо. Спасибо. Ну, дело в том, что об этом можно рассказывать, можно не рассказывать, а можно вы дождетесь, может, когда-нибудь это выйдет в издании. Дело в том, что 25 лет я работаю над этой темой, ну, иногда я возвращаюсь к ней, иногда бросаю, но сейчас, находясь в таком в декретном отпуске от настоящего искусства, вот, я вот 6 лет плотно этим занимаюсь, и вы знаете, что эта книга будет начинаться, и там уже есть предисловие такое, там есть такой маленький раздел, обращение, вот я опросил 100 человек, которые окончили среднюю школу, хотя их было значительно больше, но я написал 100. И 100 человек, которые имеют гуманитарное образование, 50. Вот. Где поссорился Ленский с Онегиным, на какой почве это произошло, и можно ли было избежать дуэли. Вы знаете, практически никто не ответил на эти 3 вопроса, даже в школе. Но это не принципиально. Я пришел к выводу, что никто никогда, простите, пожалуйста, Евгения Онегина не читал. Вот.
Ну, не поэтому я хочу сказать. Дело в том, что Пушкин допустил 3 большие ошибки в своем романе. Но это никоим образом. Я пишу это, вот мэтр подтвердит, я пишу это стоя на коленях и как бы в хорошей дискуссии с этим человеком, которого я обожаю, и сказал, что он мой цензор. Выше Пушкина нет ничего в поэзии. Вот. Я назвал его поэтов-воевода, он впереди всех. Дело в том, что я не буду рассказывать какие-то скучные вещи, но, знаете, но чтобы человека вызвать на дуэль, должна быть причина. Знаете что? Онегин танцует с Ольгой, Ленский на это все смотрит, его не приглашает Ольга, она все время с ним. Так и написано. Кстати, все воспринимают Евгения Онегина с либретто Модеста Ильича Чайковского, родного брата Петра Ильича, который написал либретто для Евгения Онегина. И там происходит сцена ссоры, когда там ты не танцуешь Ленский, чай Горольдом стоишь каким-то, что с тобой? Он говорит, любуюсь я тобой, какой ты друг прекрасный. Он говорит, каково не ожидал признания такого, что да ты с ума сошел. В общем, там начинается, и потом говорит, замолчите, или я убью вас. И тот уходит. Вот. Ну и раз убьют, и вот и убивает потом его. Вот. Ну такого, к счастью, у Александра Сергеевича в романе даже близко нет. Вот. А потом он там пишет о Зарецком, который, говорит, в дуэлях классики педант, и человека разложить позволю я не как-нибудь, но в строгих правилах искусства по всем преданиям. То есть он был дуэлянт, то есть человек, который когда-то попал в плен к французам, радовался, что может на халяву пить там французское вино, и очень был огорчен, что нужно возвращаться в Россию. В конце концов взялся за ум, женился, и Пушкин называет его там благороднейшим человеком. Говорит, он капусту садит, как Гораций, то есть это совесть как бы вот этого региона, этих фермеров, которые жили там, назовем помещиков фермерами, да? Вот. И этот человек вдруг становится секундантом Ленского. Представляете? И вот этот человек ночью, старый пожилой мужчина, садится на коня и мчится, Бог знает откуда, Бог знает куда, из одной деревни в другую, тогда не было асфальтовых дорог, там повесимся, ужас. И приезжает к Онегину и вручает ему записку, нонсенс. И тот читает ее, там был холодный, благородный, вызов на дуэль, и Онегин говорит, не поднимая глаз, всегда готов. Тот уходит. Ну, по сути, человек мудрый должен говорить, что с ума сошел. Поехали к Володе, сейчас все исправим, зачем это все нужно? То есть по-человечески, правда? Но это еще не... Потом происходит та самая встреча на дуэли, когда приезжает Ленский и Зарецкий готовит им тропу, где они встретятся, протаптывает им эту всю дорожку дуэльную. И Онегин опаздывает на целый час. А существовал такой дуэльный кодекс. Я этого тоже коснулся. Извините, не скучно? Нет. Хорошо. По крайней мере, вы расскажете своим детям. Вот, и внукам. Если человек опоздал на 15 минут, дуэльный кодекс 1936 года, французский кодекс, его нарушать было невозможно, то человек считался уже убитым, проигравшим. Он, и Зарецкий, как человек педант, он говорит ему, Володя, чего ждать, поехали к Лариным пить чай, вообще, он говорит, что будем этого нехорошего человека ждать? Нет, они ждут его, понимаете? Хорошо. Приезжает Онегин и говорит, господа, я опоздал немного, мой секундант, вот он, месье, нет, не он, вот тот другой, это Валентин Иосифович Дав. Мой секундант, месье Гильо, хоть человек он неизвестный, но уж, конечно, парень честный, там что же. А Гильо был слугой Онегина, как пишет сам Пушкин. Его была задача выносить горшки ночью, вот барина, готовить кофе, бегать в лавку, менять белье. Дворовый человек, даже не дворовый, он слуга в больнице. А потом, волею судеб я окончил консерваторию. И, как вы понимаете, что я никогда не пел музыку на стихи Танича и Горбатова. Мой злой властелин, все будет прошедшее вновь.
Ямщик, не гони лошадей, мне некуда больше спешить, мне некого больше любить. Ямщик, не гони лошадей. Все было лишь ложь и обман. Прощай и мечты, и покой. Но боль не закрывшихся ран останется вечно со мной. Ямщик, не гони лошадей, мне некуда больше спешить, мне некого больше любить. Ямщик, не гони лошадей. Это уже по ту сторону жизни. Это уже не земная любовь. Он брызнет чем-то горячим, волнующим кровь. Чьи же мой сон выполняет приказы? Только не так, только не сразу, только в полете, во сне наяву. Чудо-постель мы разложим по небу. Номер, отель — это ты, это я. Кажется мне, что счастливее я не был. Сядь, посиди, не смотри на меня. Вечер не вечность, промчится, как миг новогодний. Снег поискрив всегда. Знаю, что очень люблю, что люблю тебя очень. Сегодня, завтра, быть может, не будет уже никогда. Их очень даже не резко. Это, яркий тип Боря Моисеев. Резко меняет направление концерта. Ваш любимец, узнаете? То охотник он, то зайчик. То ли дядя, то ли тетя, то он девочка, то мальчик. Не стареет, не лысеет, а задача на наука. Кто вы, Боря Моисеев? Кто, кобель вы или сука? Вы и комично. Редчайшие из сочетаний. Прилично или неприлично, шарм – основное содержание. Она рожденная из ссора, из первозданной простоты. Так иногда из-под забора торчат красивые цветы. Когда из твоей Гаваны уплыл я вдаль, лишь ты